Они уже состоялись как личность, люди, имеющие свое мнение и позиции. Вчерашние ученики сегодня конкурентоспособные специалисты. Креативные, талантливые, умные, настоящие знатоки своего дела. Они выпускники программы «Болашак». Они смогли применить свои знания во благо родной страны. Они наше будущее. Хотите узнать историю успеха высококлассных специалистов? Смотрите программу «Болашак» на Казах ТВ. Жақсы жиналған, да, осы неден. Енді осының жұмыртқаларын қазір мына шкафқа вытягивать. Так, хорошо собрались. Теперь их личинки надо положить в вытяжной шкаф, чтобы не запылились. В предыдущий раз сколько граммов мы собрали? 30? Да. Алдыңғы жылы қанша грамм жинадық? 30 грамм болды ма? 1 сентября 2012 года, придя на работу по приглашению в научно-исследовательский институт защиты растений и карантина имени Жиимбаева, Айман вместе с коллегами из лаборатории приступила к реализации одной из важных работ. Они готовят питание, богатое белком, чтобы обеспечить быстрое размножение полезных насекомых, а именно энтомофагов, которые нужны для защиты растений биологическим методом. Для этого прямо сейчас в лабораторных условиях разводят бабочек и собирают их личинки. Бұл технология шетелде өте жақсы дамыған, үлкен голландиялық. Эта технология очень хорошо развита за рубежом. Очень крупные голландские, израильские или бельгийские компании поставляют этих насекомых в нашу страну и продают за большие деньги, поскольку в нашей стране биофабрика еще не получила своего развития. Поэтому мы работаем над тем, чтобы такая фабрика была у нас самих, и уже сегодня специально для нее изучаем биоагентов, которые встречаются на нашей территории, и планируем создать технологии, которые помогут увеличить их число и получать их в массовом количестве, которая начнет свою работу в ближайшее время, сможет выпускать свою отечественную продукцию. Стоимость отечественных биоагентов будет, во-первых, низкая, а поскольку они будут пойманы на нашей земле, то будут и качественными. Жақында ашылатын. Осы жергілікті өзіміздің отандық өнімді шығара алады. Және де ол отандық біздің биоагенттердің біріншіден бағасы төмен болады, және де ол біздің жергілікті жерден ұсталынғандықтан олардың. Кроме того, по сравнению с биоагентами, привезенными из Голландии и других зарубежных стран, на наших биоагентов не будут наложены транспортные налоги и таможенные пошлины, в связи с чем они обойдутся для наших фермеров в 2-3 раза дешевле. Ешнәрсе болмауына байланысты біздің биоагенттердің бағасы фермерлер үшін 2-3 есе арзанырақ болады, және оларға да тиімдірек. На первый взгляд, это однообразная и скучная работа, но значение такой работы велико. По данным ООН, в целом во всем мире сельское хозяйство только за 1 год от различных вредителей теряет около 35% урожая. А поскольку мероприятия по защите растений не проводятся, 40% только урожая зерновых страдает от нашествия вредных насекомых. Защита сельскохозяйственной продукции от вредных организмов в нашей стране проводится на 100% химическим способом. Однако, даже решив этот вопрос, привыкание вредителей к этим препаратам приводит к ухудшению экологической обстановки, и положение дел еще больше запутывается. Работа Аймикен имеет наиболее важное значение для борьбы с саранчой, которая на сегодняшний день представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства. По мнению молодого специалиста, это позволит сократить применение химических препаратов. Австралияда екі компанияда тәжірибеден өттім. Олар теплицаларға емес. А в Австралии я прошла стажировку в 2 компаниях. Узнала, что они апельсиновые деревья, орехи, растущие на деревьях, разводят с помощью трихограмм. Тем самым защищают эти растения биологическим способом. А это крупная компания, которая все сады Австралии обеспечивает этими трихограммами. Осы трихограммамен қамтамасыз етіп отыр. Яғни бұл әдісті ол жерде өте жақсы істейді, және фермерлер оны қолданады. То есть этот способ также хорошо работает. Фермеры их используют на своих плантациях. А сейчас мы впервые в Казахстане хотим выпустить биоагентов в эту теплицу, изучить, как пройдет процесс. А в будущем мы хотим выпустить полезных насекомых в сады или же отпустить их в открытые поля. Ашық поляларға жіберуге тоже жоспарда бар бізде қазіргі уақытта.
А в настоящее время в нашей стране имеется более 100 видов вредителей. В связи с этим перед НИИ защиты растений и карантина, в котором 15 лабораторий, работающих в направлении биотехнологий, стоят очень важные задачи. Заведующая лабораторией биометода Аймикен Нигметова с этой целью подготовила и выпустила каталог биоагентов, так необходимых для получения экологически чистой продукции. Қазіргі уақытта әзірше 10 биоагент, оның барлығы осы жылыжайдың зиянкестеріне. А в настоящее время у нас имеется 10 биоагентов. Все они предназначены для борьбы с вредителями теплиц. Для того, чтобы расположить наших биоагентов в теплице, наша лаборатория подготовила вот такие сашеты или упаковки. Мысалы, биоагенттерді мына жерге олардың жұмыртқаларын немесе личинкаларын осы жерге. Эти сашеты очень удобны. Так, например, биоагентов или же их личинки мы приклеиваем специальным клеем, и через такие специальные линии фермерам удобно повесить эти упаковки с насекомыми в теплицах. И они через неделю или уже через 3 дня, это зависит от их развития, выходят и борются с вредителями. Очень удобно для применения, удобно для доставки на места, и нам удобно для передачи их фермерам. Күреседі. Қолдануға өте ыңғайлы, фермерларға да ыңғайлы, тасымалдауға да өте бізге ыңғайлы. 2006 год. Выпускница средней школы Будыне Индерского района Атырауской области. 2010 год. С отличием окончила технический факультет естествознания Евразийского национального университета имени Гумилева. В 2011 году была принята в магистратуру по специальности экология факультета естествознания Евразийского национального университета имени Гумилева. С 2012 по 2014 годы по международной программе «Булошак» училась в магистратуре по защите растений Квинслендского университета в Австралии. 2 сентября 2014 года была принята на работу в качестве главного научного сотрудника НИИ защиты растений и карантина имени Жиимбаева. С января 2015 года была назначена заведующей лабораторией биологического метода НИИ защиты растений и карантина. А в настоящее время в институте работает 4-5 человек, как и Аймикен, обучившиеся по программе «Булошак». Но место заведующей лаборатории биометода, можно сказать, имеет особое значение, потому что среди казахов Аймикен первый и единственный магистр в области защиты растений. Может, поэтому коллектив института самую современную технологию испытывает в течение всего нескольких дней. Это к тому же очень своевременно. Сегодня по статистике говорят, 70% мужчин нашей страны страдают импотенцией вследствие употребления продовольственной продукции, подвергшейся генной модификации. Вот почему в настоящее время появился большой спрос на энтомофаги, которые так необходимы для получения экологически чистых продуктов без химикатов. Қазір сұраныс өте үлкен. Мысалы, Шымкент облысында біз күзден бастап 16 гектарға енгіземіз мына жылыжайға. А в настоящее время появился большой спрос на нашу продукцию. Так, например, полезных насекомых мы внедрили осенью в теплицы Шымкентской области на площади в 16 гектаров. Большой спрос наблюдается и в Алматинской области. Сейчас уже руководители 15-20 теплиц работают с ними, и все это благодаря Аймикен. Она обучает молодых специалистов, привозит и внедряет новшества. Вот сейчас возникла проблема – томатная моль. Она пробирается внутрь листьев, и ее ничего не может оттуда взять. Туда только надо пустить полезное насекомое. Они сами находят вредителей и питаются им. Так что мы привезли из Австралии трихограмму. Затем привозим насекомых из Франции, и все благодаря знанию английского языка. Австралиядан әкеліп жатырмыз, сондай трихограмма дейді. Сосын мына Франциядан әкеліп жатырмыз. Осының бәрі ағылшын тілінің арқасында. Хотя над научно-практическим проектом, который называется «Борьба с вредителями в теплицах биологическим методом», коллектив работает в течение нескольких лет, с приходом Аймикен работа словно оживилась и получила второе дыхание. В прошлом году в нашем институте прошла международная научная конференция. Так Аймикен Нигметова перевела все материалы, методические пособия на английский язык. Конечно, сейчас переводчиков много, однако нашу терминологию понять трудно. Кроме того, этот перевод должны понять зарубежные ученые, а Аймикен справилась с этим. Потом укрепляются многочисленные международные связи. Выигрываем международные гранты. С тех пор, как в нашем институте появились Аймикен и Казбек Мухтарханович, возросло количество объектов, которые мы заполняем полезными насекомыми. Если их раньше было 3, то сейчас стало вдвое больше – 6-7.
В будущем имеется возможность довести их количество до 10. Хотя наша героиня и молода, но знает она многое и видела побольше, чем другие, ведь еще с детства она тянулась исключительно к знаниям. С раннего детства была способной, увидев первый раз, уже никогда не забывала, все, что учила, запоминала. Возможно, поэтому, сколько бы ни пытались подставить ей подножку, она не сдавалась, наоборот, окрепнув, шла дальше. Того, кто имеет много друзей, враг не победит. Эта пословица будто сказана про Эймикен. Умная, имеющая настоящих друзей, магистр защиты растений Эймикен сумела создать хорошую среду, коллектив единомышленников. С одними она вместе училась, с другими их свела программа «Болашак». Шынымды айтсам білмеймін. Мен өзімнің мамандығым бойынша адамдармен араласам, сол болашақ түлектердің арасында, а именно жаңағыдай. Если честно, я общаюсь в основном с людьми по своей специальности, но даже не предполагал, что среди болашаковцев есть люди, окончившие по сельскохозяйственной специальности. Это Эймикен. Когда я впервые узнал от нее, что она окончила по сельскому хозяйству, то очень удивился. Признаюсь, я не знал, что по болашаку давали направление и по этой отрасли. Я думаю, что это очень правильно, потому что наша аграрная отрасль сейчас хромает. Надо ее развивать, потому что земли у нас в Казахстане много, и поэтому нужны ученые, способные поднимать сельскохозяйственную отрасль. Именно ғылыми адамдар керек деп ойлаймын. Жаңағыдай агрономияны не істейтін, дамытатын. На первом курсе Эймикен еще слабо владела английским языком. Но я помню, как до 3 часов ночи она учила английский, посещала курсы, упорно готовилась, и за 2 года она в совершенстве овладела им. С первого курса она говорила: «Я поступлю на учебу по программе «Болашак». 3 года сдавала экзамены и на 3-й год прошла. Для Эймикен программа «Болашак» наряду со знаниями дала еще одну возможность – заниматься йогой. Новая среда, трудные уроки, волнение – все это послужило причиной для занятия именно этим видом спорта. Сейчас она хотя и не занимается им профессионально, но 3 раза в неделю, согласно графика, нашу героиню можно найти в тренировочном зале. Йога ол банағыдай штанга ауыр көтеріп, жүгіріп, қинал ондай өзім ұнатпаймын стрессті. Я не люблю поднимать тяжести, бегать, изводить себя, поэтому занимаюсь йогой. Так я снимаю стресс. Ведь для занятий йогой нужно большое терпение. А ведь не каждый человек может сидеть и думать, уставившись в одну точку в течение нескольких минут. А моя работа требует в основном мыслительной деятельности. Поскольку я работаю в научной сфере, много пишу, поэтому во время занятий йогой отдыхаю, набираю новую энергию. Мысли сами приходят в порядок. В этом и заключается польза йоги. Через час после занятий кажется, что отдохнул, хорошо поспал, ощущение словно родился заново. Бүкіл денен бәрі жаңа ұйықтап тұрған сияқты боласың да. Свободно владея несколькими языками, Эймикен до сегодняшнего дня написала около 10 научных статей. Все на английском языке. После недавнего выхода постановления правительства о производстве органических продуктов, некоторые инвесторы проявили заинтересованность и хотят финансировать проект строительства биофабрики. Эймикен с вопросами проекта, посвященным биоагентам, то есть полезным насекомым, собирается поехать в Москву. Выбор руководства не случайно пал на нее. Эймикен по работе тесно связана с коллегами из Франции, Австралии и других стран. Мен Австралияда оқып жүріп, сол осы биологиялық қорғау саласындағы 2 компанияда стажировкадан өттім. Когда я училась в Австралии, прошла стажировку в 2 компаниях, работающих в области биологической защиты. И последняя компания просила меня даже остаться на работе. Но я объяснила заведующей компании, что приехала по специальной программе. По условиям я должна 5 лет отработать в Казахстане. Но поскольку мы работаем в одном направлении, предложила быть на связи, так как мы договорились, и сейчас я постоянно консультируюсь у нее. Как я уже говорила, вот привезли из Австралии трихограмму. А в этом нам оказала помощь компания этого человека. Программа Австралиядан келіп жатыр деп айттым ғой, соны сол кісінің компаниясынан алдырып жатырмыз. Применив свои способности не для личной пользы, а для здоровья народа, то есть на получение экологически чистой продукции, молодой ученый Эймикен в будущем собирается осуществить еще много значимых мероприятий.
Только в этом году крестьяне купили у ученых института около 100 тонн биопрепаратов. А значит, усилия таких молодых ученых, как Аймикен, направленные на защиту растений не химическим, а биологическим методом, начали давать свои первые результаты.